Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за раздел «Культура народов мира». Прочитайте стихотворение Мухтара Шаханова «Четыре матери». Судьбу от болезни беспамятства ты защити, ведь у человека на долгом и трудном пути, помимо матери той, что его родила, 4 есть матери, словно 4 крыла. Родная земля, наша суть и основа основ, и слово родное, пришедшее к нам от отцов. Родные обычаи, добрый и благостный свет, горящий для нас через тьму поколений и лет. Родная история, как бы она ни была, горька и печальна, мучительна и тяжела. Беспамятным ветром развеет беспамятный прах того, кто забыл о своих 4 матерях. Народ, что 4 святыни не мог защитить, не сможет и счастья судьбы никогда ощутить. 4 матери, словно судьба дорогих, коль жить лишь для них, а погибнуть так только за них. Какова тема и идея прослушанного текста? У человека, помимо той, которая родила, то есть родной матери, кроме родной матери, есть 4 матери. Это родная земля, родной язык, обычаи и история своего народа. Әр адамда өзінің туған анасынан басқа, ол адамда дүниеге әкелген анасынан басқа 4 анасы бар. Ол туған жері, туған тілі, ана тілі, және туған халқының әдет-ғұрыптары мен тарихы. И об этих 4 святынях должны всегда помнить и защищать. Ол 4 ананы өз анасымен қосып, барлық уақытта есінде сақтауы керек және оны қорғай білуі керек. А каких 4 матерей, кроме той, которая родила, упоминает автор? Родная земля, слово родное, то есть родной язык, родные обычаи, которые передаются из поколения в поколение, и родная история. Вот о них всегда должен помнить человек и уметь защищать. Сделайте вывод о роли языка, традиций жизни человека. Составьте 2-3 предложения. Язык является самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Язык помогает познать культуру народа. Традиции тоже играют важную роль в жизни человека. Они передаются из поколения в поколение. Ознакомьтесь с темой дискуссии, надо ли сохранять традиции и язык своего народа. В языке отражается культура народа, обычаи, связь с предками. Формирование, развитие культурного общества невозможно без соблюдения традиций. Традиции функционируют во всех социальных системах и являются необходимым условием их жизнедеятельности. Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и чтить свое прошлое, свято и бережно хранить не только традиции своей семьи, но и своего народа. Психологи утверждают, что детям семейные традиции необычайно важны. Сохраняется связь между поколениями и теплые нежные отношения между родителями и повзрослевшими детьми. С регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину проблемного подросткового возраста. В конце концов, семья – это не только общий быт, бюджет и отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и атмосфера,
характерные только для одной семьи. Нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается ослабление связи между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, которые являются фундаментом культурной жизни человеческого общества. Это элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение. До свидания, ребята. До следующих встреч.